Давайте. Не от тех бегу, кто беды мне пророчит, им и сытнее, и проще на твердом берегу. Им не дано понять, Закусывай. что вдруг со мною стало, что вдаль меня позвала, успокоит, что меня. Ну и пусть будет легким мой путь, тянут ко дну боль и груз, прежних ошибок груз. Но мой плод свитый из песен и слов, всем моим бедам назло, вовсе не так уж плох. Ах, красота. Крутится Диск поцарапанный старой пластинки, Лай заиграл из распахнутых настежь окон. переплетаются звуки с елки, перемешаются красные звуки, танец любви и разлуки, славный сбылся сон. Так, ну что, многое, конечно, из фильма было вырезано, много чего не заснято, но день 2 июня подходит к концу. Мужики там что-то ловят на фидер, немножко даже поклевывает, но у нас вечерняя проверка. Приступаем. Завтра, не знаю, день, все зависит от погоды. Пока погода благоприятствует рыбалке, скорее всего, завтра мы поедем на серьезную рыбалку. Ну а пока у нас предстоит сегодня вечерняя проверка. Приступаем. Вот у нас первая бутылка уже здесь. И посмотрим, что у нас клюнуло с обеда. Мы в обед проверили наши продольники, насадили свежими живцами, где-то личинками майского жука, где-то червями. И сейчас посмотрим, что у нас клюнуло в течение 4-5 часов, наверное. Вечерняя проверка, 2 июня. Приступаем. Так, надеюсь, все будет видно. Поехали. С Богом. Так. А что у нас? Что-то дергает. Что-то дергает, не крупное. Скорее всего, это или хорюзок, или окушок. Вот он как дергается. Скорее всего, это хорюзок. О, какой он шустрый. Ну, дадим ему шанс. Да, это хорюзок. И там еще один ёрш. Хорюзок заглотил у нас по самый не балуй. Конечно, он не крупный, но отпускать его, сами понимаете, смысла нет. Забираем. Он, конечно, не 30 сантиметров, но 28 он есть точно. Один хорюзок и так. И один ёрш. Так. Ёшкин ты кот. Вот так вот.
И один ёрш у нас. Ёрш без икры. Ну ладно. Первый продольник, самый верхний, не пустой. Уже хорошо. Так, а с червяками у нас дело предстоит не очень. Червей у нас практически нет. Что есть, сегодня наживляем. А завтра надо будет кровь из носа искать живцов, мальков. Не знаю где и как. Пока наживляем то, что есть. Как мы видим, вон все крючки пустые. Ёрш долбит. Всех червей срывает. И пока мы не поймаем мальков в качестве живцов, об улове, наверное, ну как, что-нибудь да попадется, конечно. Но вот смотрите, полдня прошло, все крючки покоцанные ершами или окушками, я не знаю. Ну, в общем, сами все понимаете. Вот то, что мы сейчас вот такого красивого червя нацепили, это не значит, что завтра здесь будет язь. Если ёрш... О! Этого мы личинку майского жука оставляем. Ёрш его точно долбить не будем. Но заметьте, я через раз нацеплял. И вот такие вот пустые крючки. Здесь по-любому был язь. И он сошел. Попадал, съел и ушел. Нужны мальки. И завтра у нас задача будет кровь из носа поймать мальков. Ну, посмотрим. Будет день, будет пища. Я не знаю, чем будем завтра заниматься. Знаю одно точно, то что личинку вот этого майского жука ёрш не ест, это точно. А язь хлопнет. Так что это шанс. Все, наживляем, отпускаем. И ждем, что нам попадет завтра. Вот на такие пустые крючки уже точно ничего не попадет. Так что все зависит от наживки. Я понимаю, было бы это пару недель назад, когда вода холодная была. Тогда шансов было бы больше. Но он... Ладно, посмотрим завтра. Завтра утром. Вечерняя проверка. По крайней мере, первый продольник уже не пустой. Один ёрш, один хорюзок уже есть. Это уже хорошо. Ловись, рыбка, малая, велика. Так, второй продольник. Приготовим подсак на всякий случай. Хуже точно от этого не будет. Так. Есть натяжка. Что-то у нас дергает. Язь. Язь. Ох, какой ты буйный. Наш ты или наш, сейчас мы увидим. Так. Наш. Янцикада. Наш язычек. Так.
Уже хорошо. И все живцы, вернее, все крючки пустые. То есть здесь был не только один язь, здесь было несколько, и все посходили. С 5 крючков дождался только один. Однозначно. Наживка червь уже работает. Это работает, но лучше, если это будет малек. Но так как малька пока нет, наживляем червями. Всяко лучше, чем пустой крючок. Что-нибудь до завтра утром, я надеюсь, мы тоже увидим. День подходит к концу. День прошел неплохо. Дождя сегодня не было, уже хорошо. Мужики, гости подустали немножко. День заезда всегда тяжелый. Ну ничего. Сейчас приедем, затопим баньку, отдохнем. Ну а завтра со свежими силами начнем, я так думаю, серьезную рыбалку, если куда-то мы поедем. Нет, так будем рыбачить здесь. Потихоньку тоже. И здесь рядом с деревней можно рыбу поймать. Главное не лениться. Продольники самый, ну, конечно же, после сеток самый продуктивный метод. Опа! О! Вот прямо здесь видели, да? Хороший хариус клюнул. Сейчас, кстати, он может хлопнуть и на червя, которых я спускаю. Прямо здесь. Так что ждем. Возможно, поклевка в прямом эфире. Если он активный, если он сейчас увидит червя, может клюнуть. Глубина здесь небольшая, где-то не больше, чем 1,5 метра. И если вот так, пока мы спускаем, увидеть червя, может клюнуть. Бывает такое. Майского жука личинку. О! Кто-то даже дернул. Ну ладно. Не будем ждать. Увидимся завтра. Вот так вот. Поехали дальше. Так. Так, здесь у нас тоже есть язык. Постараемся его сейчас вот так вот в подсак. Наш пассажир ушел. Ха-ха-ха! На личинку майского жука клюнул. Любит он таких жирных, пухлых червячков. И все. Ну, один и то хорошо. Все, поднимаем, наживляем. И завтра ждем новых поклевок. Бля, как я не люблю эти черную веревку гнилую. Ну, пока держим. Так, есть натяжка. Это уже хорошо. Вижу яська.
Мы его сейчас аккуратненько сюда под сак. Вижу второго. Мы его аккуратненько в подсак. И походу все. Ну-ка. Да, все. 2 подвязка. Тоже. И на том спасибо. И раз. И 2. О, на личинку майского жука клюнул. Ян-цикадан. Так что личинка майского жука работает тоже. Не зря. Не зря мы их наживляли. Сработали не все, конечно, но еще не вечер. Времени прошло немало. Завтра утром, я так думаю, кто-нибудь да еще на них пожалует. Это вот, видишь, уже погрызли. Кто-то здесь был и ушел. Так. Бутылочку поймали. Блин, эту черную веревку я уже боюсь лишний раз напрягать. 2 раза уже подвела. 2 груза, 2 продольника уже утопили. Ненадежная черная веревка. Ненадежная. Так, на месте. Так, что у нас здесь? Что-то есть. Это язь. Это язь. Попробуем аккуратненько с очком. Так, раз. Опа, ни хрена себе он прыгает. 1. Опа, вот это номер. Как так-то получилось? Ну, как получилось, так получилось. Полезай, дружочек, кузовочек. +1. Дальше пусто. Ну, если по одному язю на продольник, уже хорошо. А дальше смотрите, да? Все крючки пустые. Рыба была, рыба сошла. Это о чем говорит? Надо чаще проверять. Так. Смотрим дальше. Натяжка есть. Что-то есть. Язёчек, красавчик. Еще что-то, еще что-то. Идут, красавцы, идут. Иди сюда, мой сладкий сахар. Так, а там, походу, мелочевка уже. Можно будет без сачка. Червяк, окунь и окунь. 2 окуня. Вот таких вот 2 красивых полосатика. Этот уже подустал немножко. Отлично. Стоять боятся. Окушок. Один-единственный. И на том спасибо.
Почти, Господи, помилуй, Печора, матушка. На личинку майского жука хапнул. Проглотил по самой не балуй. Вот такой вот полосатик. И больше ничего. Так. Есть натяжка. Что у нас там? Окунь. Вижу окуня. Хороший окунь. И вроде бы еще что-нибудь там. Так. Добрый окунь. Вот такой вот красавчик-полосатик. О, тоже на личинку майского жука взял. Вот такой вот красавчик. И там еще что-то небольшое в конце продольника. Что, дадим ему шанс? Хариш, что ли? Да. Вот такой вот красавец. Янцкадан. Харюзок. Сразу запах такой. Один запах чего стоит, не то что говоря уже. Сегодня засолили малосолку, гостей встретили. Все были просто в шоке. Приехали на рыбалку и сразу распробовали вчерашний сижок. И хорюски малосолку вчера сделали. Просто супер. Вкусняшка. Так что сегодня сделаем то же самое. Ези окунем мы засолим в ведро. А эту вкусняшку сразу пустим на малосолочку. Растопим баньку. И вечерком сегодня будет у нас культурная программа. Рыбалка рыбалкой. Но праздник никто не отменял. Песни, пляски, караоке. Пляски не знаю, но песни попоем, это 100%. Привезли сегодня гитару, баян. Так что я так думаю, вечерком будет весело. Опа-на, ёршик, Шондыбан и Ёрш Петрович. И все. И все. И двух потерянных продольников мы не поймем. Нет, еще что-то есть. Еще один ёрш, что ли? Нет, это язёк. Подъезда консервного размера. И на том спасибо. Так, все. Такс. Предпоследний продольничек.
есть натяжечка, есть. Что-то небольшое, но идет, пока идет. Хариус, сиг. Ну, дойдешь, нет. Так. Это уже что-то интереснее. Опа. Дошли оба. Сиг. Один сиг, один язь. Вот, это красавчик, это вкусняшка. Вот самый плюс в червях, вот это то, что может попасться сиг. На малька ты сига уже не поймаешь. А так повезло. Сижочек есть. Сижочек клюнул. А язь, как мы видим, клюнул тоже на личинку майского жука. Так что не зря мы их наживляли, насаживали. На майского жука тоже ловится. Ну вот и все. Приближаемся к последнему продольнику, крайнему, самому нижнему. Наша бомбочка. Посмотрим, что здесь клюнуло. Опачки. Опачки, опачки. Так. Что-то дернуло. Видим ерша на первом крючке. Ерш есть на лимоне. Так, это у нас походу язь. Да. Буйный какой. Какой он буйный. Ну давай. Дойдешь? Не дойдешь? Мужик ты или не мужик? Сейчас посмотрим. Ух ты, под лодку ушел. Какой хитрый язь. Мужик. Мужик. Для язь какой-то мелкий. Не то, что по первой воде. Ну что, закончили мы вечернюю проверку наших продольников. Улов, в принципе, одинаковый, каждая проверка. Если по первой воде, помните, да, мы ловили? Улов был вот так вот примерно, так. Теперь, ну, двадцатки примерно, пол ведра, килограмм 5. Окунь, язь, один сижок, как и вчера. Пару харисков, там, я не помню уже. Ну, вы сами все видели. Но я так думаю, за такое количество времени, за, грубо говоря, полчаса, столько рыбы мы бы на удочку вы навряд ли поймали. Вот как мужики там ерши ловят, плотвичек на фидер, может быть, пару подвязков. Это все баловство. Все-таки самая продуктивная рыбалка — это продольники. Поставил продольники, проверяй 3 раза в день. И без рыбы ты не останешься. Пусть немножко мы запоздали, но, как мы видим, даже и по малой воде продольники работают. Я так думаю, если мы поймаем мальков и наживем все эти продольники на мальков, результат будет интереснее. Ну, посмотрим. Пока как-то вот так. Я так думаю, тоже неплохо. На сегодня все. Дальше культурная программа. Друзья приготовили там уже ужин. Опять шашлык-машлык. Опять песни, пляски, караоке. В общем, праздник продолжается. Увидимся на завтрашней проверке. До новых встреч на канале Тони Рыбак.